Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач, посвященных храмам, соборам, мечетям города Казани. И сегодня мы поведаем историю о центре татарской слободы, о центре духовной жизни для татар на протяжении многих лет, на протяжении многих веков. Это речь о первой соборной мечети, она же Господская, она же Юнусовская, она же мечеть Марджани. Чем же интересна для нас эта мечеть? Ну, во-первых, это первая каменная мечеть, которая была построена в Старо-Татарской слободе. До этого все мечети были деревянными. Во-вторых, это единственная мечеть, и вот на этом я попросил бы сделать особый акцент, которая не закрывалась в советские годы. Единственная действующая мечеть. И в последний путь здесь провожали людей своих, и даже сохранились фотографии, где благообразные старички с белыми бородками, с посохом, с палочками возвращаются с утренней молитвы. Ну и еще эта мечеть интересна по своей архитектуре, потому что она относится по своему стилю к барокко. Это середина 18 века, либо, как вы здесь можете видеть дату, 1767 год. Это время правления Екатерины II, Софьи Федерики Августа Ангальд-Цербской. И тут я хотел бы маленечко рассказать о жизни, о бытии татарского народа и чем же татары почитают Екатерину II. С чего же все началось? Мы вернемся с вами в век XVI. 2 октября 1552 года Иван Васильевич IV Грозный завоевал Казань. И татары, жившие в Казани, в Казанском Кремле, вынуждены были переселиться за протоку Булак, за озеро Кабан. И вот здесь образовалась Старо-Татарская слобода. Но шла насильственная христианизация мусульманского края татар. Кого-то насильно крестили, кого-то добровольно, кого-то за деньги подкупали. Но, естественно, татары не могли с этим мириться. И когда Екатерина II прибыла в Казань, они пробились к ней и с прошением, чтобы им разрешили строить мечети. И они очень возмущались деятельностью, активной, фанатичной деятельностью по разрушению мечетей Луки Канашевича. Потому что здесь, в центре в татарской слободы, здесь, где кипела жизнь мусульман, построили церковь 4 евангелистов. Улица называлась Евангелистовская. Сейчас это улица Татарстан. Улица, на которой мы стоим, ныне это улица Каюма-Насыри, она называлась Захарьевской, потому что здесь также была построена Захарьевская церковь. И Екатерина II разрешила татарам строить каменные мечети. Но это тоже не все. Самое интересное буквально через несколько мгновений. Так чем же Екатерина II вошла в историю татарского народа, почему ее вспоминают с почитанием? Это единственная государыня-императрица, которую татары восхваляют, потому что благодаря ей у татар появилась возможность строить каменные мечети. Но тут тоже не так все просто. Дело в том, что это 18 век, крестьянские бунты, восстания под предводительством Емельяна Пугачева. И она просто вынуждена была пойти навстречу малым народам, навстречу иноверцам. То есть это не все так просто, как нам любят рассказывать, как мы читаем это в газетах или журналах. В газетах, журналах передаются такие городские легенды, которые рассказывают о том, что татары пробились на прием к Екатерине II, которая была в Казани. Она приплыла сюда на галерее Тверь, и, конечно, был организован царский прием. Пушки стреляли на берегу, красная дорожка к Благовещенскому собору, где она приложилась к иконе Казанской Божьей Матери. Так вот, татары к ней обратились с прошением, чтобы она разрешила им строить мечети, чтобы они не терпели притеснения со стороны православия, чтобы насильно их не крестили, ну, в частности, разрешили строить мечети. На что она, по легенде, по истории, об этом пишет Каюм-Насыри, но это не точно подтверждено, собственноручно указала, собственным перстом, величаво указала, где должна быть построена первая соборная мечеть. Но как бы то ни было,
городскому главе, жившему в русской части города, с православной точки зрения, это не понравилось, закрутилась бюрократическая машина, и он написал письмо Екатерине II: матушка государыня, не вели казнить, вели миловать, так, мол, и так, вот татары строят свои минареты настолько высокие, что уже они упираются вверх, ввысь, в небо, и совсем скоро дотянутся до самого Господа Бога. На что она ответила так лаконично, но остроумно. Она говорит: я царица земная, мне подвластно только то, что на земле, а то, что наверху, мне не подвластно. Пусть они строят так, как считают нужным. И поэтому татары до сих пор ее вспоминают с благодарностью. Но, я еще раз повторю, не все так просто. Век просвещения, ее переписка с Вольтером, но, тем не менее, она пошла на эти уступки только для того, чтобы хоть как-то усмирить мусульман, только для того, чтобы они не переходили на сторону Емельяна Пугачева. Вот так-то. А сейчас, я думаю, надо дать описание этой мечети. Если вы обратите внимание, то мечеть своим фасадом отстоит от красной линии. Почему? Потому что михраб, выступающая часть мечети, она направлена в сторону Каабы, которая находится в городе Мекка, в священном месте для мусульман, где находится Кааба. Что отличает мечеть от других зданий? Это михраб. Михрабная часть, она выделяется выступом, и также минаретом. Минарет, мунара от арабского означает маяк. Именно на минарет поднимается муэдзин 5 раз в день и читает азан. Азан — это призыв к молитве. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Так что это слышно во всей округе. Ну и хотелось бы сказать, к какому архитектурному стилю он относится. Мечеть несколько раз перестраивалась. Относится она по некоторым данным к провинциальному барокко, а внутреннее убранство относится к петербургскому барокко. В высшей степени все лаконично, аскетично, белого цвета, и украшениями там служат лишь украшения в виде цветов и таких незамысловатых орнаментов. Ничто не должно отвлекать мусульманина от молитвы.